Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев аскер бөлүктөрүнүн биринин аймагында жайгашкан Коргоо министрлигинин курал-жарак жана аскердик техникасын оңдоо боюнча борбордук базасынын ачылыш аземине катышты. Иш-чарага Россия Федерациясынын коргоо ведомствосунун өкүлдөрү да катышты. Борбордук ремонттук базанын аймагында штаттык курал-жарактарды жана аскердик техниканы комплекстүү тейлөөнүн жана оңдоонун бардык түрлөрү жүргүзүлөт. Белгилей кетсек, 2022 жылдын башында Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын коргоо министрлеринин ортосунда эл аралык аскердик кызматташтыктын алкагында аскердик техникалык жардам көрсөтүү жаатындагы келишимге кошумча макулдашууга кол коюлган. Документке ылайык Россиялык тараптан чатыр мобилдик баш калкалоочу жай, курал-жарактарды жана аскердик техниканы көмөкчү жабдыктар менен кошо техникалык тейлөө жана оңдоо пунктун жеткирүү, орнотуу жана жабдуу түрүндө жардамдар көрсөтүлгөн. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Россия тарапка аскердик техникалык жардам көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылык билдирип, эки мамлекеттин ортосундагы аскердик жана аскердик техникалык кызматташтыкты мындан арада чыңдоо жана өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. То есть он сейчас 28 выдает, да? А 28 берет, да? Готовый, да, да. 28. Да, мы сейчас вот делаем. Вот то, что там проржавело, все сгнило, вот он сейчас вот это все полностью эти втулки делает. А дальше он как собирается это все, как варится. Ну, практически высший тест принесем. Давай. А он как раз делает. Почти тест. Начинал тест. Это стены. Вот в чем проблема. И вот все бронеобъекты, они из-за этого и самостояли. Потом долго думали, месяц. Сейчас вот эту станину, которую сделали, она еще без проблем подходит сразу? Да, мы Сразу, же да? под двигатель, ну, конечно, это кустарным методом? методом Кустарным тыка, методом. но Не, ну я понял, добились, что методом. добились. Первые начали делать на юге. Вот самое. Вот эта варка, как это называется? Аргон. Аргон. Вартик перевод. Куйваткан көрейін одан, да? Уже скоро научится. Уже профессионал. Сумму, которую там же положено, общий Не, заводский я имею в виду, чтобы какую-то консультацию сделать. Нет, мы им дали образец, сделайте нам, ну по-простому, мы заплатим, но сделайте образец, мы его испробуем, проверим, и цена, конечно. Но так дорого оказалось, что мы смысла не видели. Ну, вот это улучшайте. Конечно. Это улучшайте. Это еще... Это теперь, да, ну, Т-11, а танковый, такой же по размерам, но у него корпус эбонит, дерево, он стоит $300 где-то. 128 комплектов. Да. Это мы все войска Мы полностью- оставим шасси и мосты оставляем. И раздатки. Остальное ставим. Да, Двигатель новый? новый. Коробка, который оборудован один из самых современных раннего. Уважаемый Бахтбек Александрович, уважаемый Александр Александрович, уважаемые участники торжественной церемонии открытия, товарищи генералы и офицеры. Много лет Кыргызстан жил и развивался рука об руку с Россией. Эти нерушимые связи исторически занимают прочное положение в материальном и духовном фундаменте нашего государства. Многовековые связи двух стран являются важным фактором дальнейшего углубления двухсторонних отношений. В рамках двустороннего сотрудничества открытие впервые центральной военной базы
в Кыргызстане стало символом искренней благодарности правительству Российской Федерации, с которым Кыргызстан имеет крепкие исторические корни дружбы. Появление такого знакового объекта в военной сфере подчеркивает важность дальнейшего укрепления и развития отношений между нашими странами. Хочу поблагодарить руководство Министерства обороны Российской Федерации, всех, кто участвовал в создании военной базы по ремонту и обслуживанию вооружений и военной техники. Уверен, что его открытие послужит дальнейшему развитию военного и военно-технического сотрудничества на благо наших стран и народов. Будет содействовать укреплению безопасности и стабильности. Всем мира, благодарности, здоровья, а также реализации всех намеченных целей. Я сегодня осмотрел военную базу, я очень впечатлен. Бахтыбек Асан Галыевич Александрович, еще раз большое спасибо. Я думаю, что мы и дальше будем развиваться в нашем сотрудничестве и будем наращивать наш потенциал в военно-технической базе. Большое спасибо за внимание. Слово предоставляется начальнику Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенанту Шимовскому Александру Александровичу. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, товарищи генералы, офицеры, военнослужащие. Сегодня Министерство обороны Российской Федерации в рамках оказания безвозмездной военно-технической помощи передает вооруженным силам Киргизской Республики пункт технического обслуживания и ремонта колесной и гусеничной техники. Последовательное развитие дружественных и союзнических отношений между нашими странами – один из самых важных факторов сохранения стабильности в регионе. Киргизия всегда может рассчитывать на поддержку России в обеспечении своей безопасности. Данный пункт оснащен современными специализированными участками, необходимым оборудованием, рабочими и измерительными инструментами, средствами технического диагностирования и технологической документацией. Все это позволит быстро и качественно проводить обслуживание и ремонт бронетанковой и колесной техники как национальных вооруженных сил, так и коллективных сил Организации договора коллективной безопасности. Надеемся, что передача данного комплекса послужит дальнейшему развитию ремонтного потенциала национальных вооруженных сил и станет катализатором совместного создания и расширения одной из основных баз Министерства обороны Киргизской Республики. Намерены и дальше активно развивать военное и военно-техническое сотрудничество между нашими государствами, оказывать содействие киргизским друзьям в укреплении национальных вооруженных сил.